И вновь обманутые дольщики. Телепрограмма «Точка взаимодействия» рассказывала о счастливом завершении строительства дома обманутых дольщиков в городе Якутске по улице Каландрашвили с помощью прокуратуры города Якутска, Министерства строительства и правительства Якутии. И опять, место действия и действующие лица не меняются. Вновь недобросовестный застройщик «Северная строительная компания», уже с бывшим руководителем Михаилом Мирикяновым, который находится под следствием и которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведением. Вновь недостроенный дом по улице Каландрашвили. И опять правительство Якутии решает проблему обманутых дольщиков. Сейчас идут арбитражные суды. «Северная строительная компания» признана банкротом. Все сотрудники компании, включая господина Мирикянова, уволены. Назначен конкурсный управляющий. Определены кредиторы, идет арбитражный суд. Согласно законодательству, денежную компенсацию должны получить кредиторы первой очереди. Это люди, которые получили увечья здоровья благодаря работе строительной компании. В 2013 году школьника Диму Березовского ударило током. Здесь произошел несчастный случай. Он шел вдоль Каландрашвили, там вот вдоль забора шел, не заходил на стройку. Его ударило током. Тогда была доказана вина Мирикянова, суд был, и тогда материальный, моральный ущерб ему присудили где-то в районе 200 тысяч, честно говоря, не помню. И этот моральный, материальный ущерб до сих пор не выплачен. Ребенок остался инвалидом. Из-за удара током Диме Березовскому ампутировали правую руку. Ребенок был в коме. После несчастного случая у Димы появились проблемы с памятью и речью. Ему стало трудно учиться. Мальчику, который до несчастного случая был хорошистом, спортсменом и активистом, пришлось перевестись в коррекционную школу. Суд обязал компанию, возглавляемую Михаилом Мирикяновым, выплатить семье Димы компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов и 236 тысяч 107 рублей в ноябре 2015 года. По рекомендации врачей Дима должен проходить реабилитацию 2 раза в год в реабилитационном центре в Москве. Виновная сторона до сих пор не выплатила ни копейки. Следующие кредиторы по банкротству Северной строительной компании – это кредиторы второй очереди. Это люди, не получившие заработную плату, в том числе и руководитель компании Михаил Мирикянов. И в третьей очереди – это кредиторы, которые отказались от денежной выплаты и требуют выплаты в виде недвижимости, в данном случае обманутые дольщики. В чем правда Мирикянова? Наша правда в том, что мы вложили свои деньги, оторванные от наших семей. Вот я вложила, допустим, 3,5 миллиона, почти 3 миллиона 350 тысяч. И до сих пор у меня нет ничего. А господин Мирикянов не препятствует в получении этой квартиры. Сейчас я надеюсь на застройщика, который наконец-то нашелся у нас, вы понимаете? Он хочет нас взять, и я, конечно, цепляюсь за этого застройщика. Вот. И буду сражаться за него, потому что у меня больше нет выхода. У меня нет выхода и нет надежды. У меня последнюю надежду отнимает Мирикянов. Жду 5-й год с 2015 года. Вот, тоже на 11-м этаже вот должна была быть у меня квартира. Вот сейчас пока тут каркас из 2 этажей. Вот, и я вот присутствую в арбитражных судах с 26 февраля. Вот, этого года, да, и с 26 февраля это уже 3-е заседание, которое вот по тем или иным поводам, надуманным, можно сказать, да, затягивается бесконечно. Деньги вложил в 2015 году 2 миллиона 800 рублей. Вот до сих пор плачу из Россельхозбанка каждый месяц по 24 тысячи. Мне это накладно получается. Ну конкретно, вот прям дельного, я ни разу не слышала его разумительную речь, чтобы он что-то нам сказал, что вот будет так, будет так, будет так. Какие-то план действий нет. Он всегда вешал вот просто нам лапшу на уши. Это называлось издевательство. Он нас собирал в своем офисе неоднократно. Я тогда была беременная. Мне было нельзя нервничать, но приходилось нервничать, потому что сумма была не маленькая. А когда это достроится и как это достроится, ответов не было. Я представляю интересы своей сестры и зятя. Они живут в районе, постоянно вот купили, согласно договору долевого строительства Северной строительной компании, они купили здесь квартиру.
И вот результат. Они сюда ездили на суды, тратили деньги на перелеты. В конце концов, они дали доверенность, и они уже устали. Они ждут, пока пройдет суд, передадут нормальному застройщику этот дом. Никто этому... Северной строительной компании, она уже находится на стадии банкротства. Никакие какие-то вкладчики Ярко, какое отношение они к этому дому могут иметь? Они свои деньги вложили в какой-то кооператив с целью обогатиться. Почему мы должны сейчас отдавать эти квартиры, чтобы какие-то вкладчики вернули свои деньги? Когда человек куда-то вкладывает деньги, у него есть риск, что он может их потерять. Какие-то пирамиды финансовые. Мы вложили квартиры, деньги в квартиры, в жилье, чтобы нормально жить. И где эти... А куда он дел эти деньги? Куда дела строительная северная компания? Напомню, обманутые дольщики – это кредиторы третьей очереди. Дальше идут кредиторы четвертой и пятой очереди, в том числе и пайщики кооператива Ярко. Сегодня, благодаря Министерству строительства Якутии, производится замена застройщика, так как Северная строительная компания является банкротом. Согласно законодательству, по арбитражному делу, застройщик, чтобы начать строительство, должен погасить все долги Северной строительной компании кредиторов первой, второй и третьей очереди. Наша компания приняла решение о достройке проблемного объекта, где имеется 36 обманутых дольщиков. Этот объект строился Северной строительной компанией, которая была признана банкротом. Сейчас там ведется конкурсное производство. И мы, получив одобрение Минстроя России, подали заявление в арбитражный суд Республики Саха о замене застройщика. Это предусмотрено законом о банкротстве. В арбитражном суде по нашему заявлению должно быть принято или отказано в замене застройщика. При положительном принятии решения на нас, как на вновь назначенного, так скажем, застройщика по проблемному объекту, ложится обязанность выплатить платежи по первой и второй очереди кредиторов и текущие платежи, которые на сегодняшний день там имеются. Дальше мы никаких финансовых средств ни от бюджета, ни от кого-либо еще не получаем. Мы приступаем к достройке объекта, проверив качество этого объекта, собрав нужную исполнительную документацию, получив проект. Мы за свои деньги, за привлеченные деньги, сейчас у нас такое понятие есть проектное финансирование, значит, мы, получив кредит, например, в банке, мы достраиваем этот объект и его реализуем. Вот Ярко – это абсолютно другое предприятие, у нее другое конкурсное производство и другая конкурсная масса. Здесь в данном случае Ярко состоит в четвертой или в пятой очереди тем, что в свое время они дали Северной строительной компании из своих денег, так скажем, своего этого кооператива, выделили Северной строительной компании, не знаю уж на какие цели, порядка 95 миллионов. И они стали кредитором, но не конкретно там, а вот именно вот этот потребительский кооператив. При этом объект незавершенного производства, который на сегодняшний день по Каландарашвили недостроен, это чисто объект только обманутых дольщиков. Причем он как имущество таковое, да, он оценен в 56 миллионов. Денег дольщиков на него привлечено 87 миллионов. То есть здесь даже деньги, которые привлекли этих дольщиков, даже они не все попали в этот объект, они тоже куда-то были направлены. Арбитражный суд по Северной строительной компании откладывается благодаря господину Мирикянову, потому что его компании, в котором он является учредителем, эти две компании, в которых он является учредителем, а его жена является директором, получат квартиры, так как они также являются дольщиками в этом доме. Но я думаю, как порядочный гражданин, товарищ Мирикянов Михаил Михайлович, получив эти квартиры, их, наверное, реализует и поможет тем людям, которые остались без денег. Вот и все.
Выяснилось одно обстоятельство, может это заинтересует следственные органы. Оказывается, у компаний, в которых господин Мериканов является учредителем, в новом построенном доме при участии правительства Якутии существует 8 квартир. В нашем доме еще остались где-то 8 квартир, которые не прошли суды. И в регистрационной палате некоторые числятся как это, знаете, ООО «Форд», ОАО какой-то «Медиа». И поговаривают, что это просто Мериканов спрятал эти квартиры, в смысле свои деньги под этими квартирами, понимаете? И почему их не передать, не заняться этим прокуратуре в конце концов? Пора надзорным и следственным органам навести порядок. Северная строительная компания банкрот. Бывший руководитель стоит в очереди за невыплаченной заработной платой. Предприятие, где опять бывший руководитель является учредителем, являются обманутыми дольщиками. Ребенок, получивший увечья, не получил компенсации, положенные законом. Стал инвалидом, и у него нет денег на лечение. Застройщик хочет приступить к строительству и компенсировать урон кредиторам первой, второй и третьей очереди. Сделать это не может. А препятствие одно – бывший руководитель компании «Банкрот», который находится под следствием и которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Наконец-то у нас нашлась организация «Якутпромстрой», вот, на которую мы возлагаем очень большие надежды. Очень большая просьба к правительству, к общественности, чтобы поддержали нас в этом вопросе. Иначе мы действительно перемрем, не дождавшись своих квартир. Потому что на Мериканова мы давно уже махнули рукой. Так же, как он на нас махнул рукой. Давно. После заключения договоров. И после получения наших денег. Поэтому единственная просьба, единственная надежда у нас на вот эту организацию, которая нас сейчас просто хочет подобрать и помочь по-человечески нам оставаться людьми в этой ужасной, жуткой, отвратительной ситуации. Совещания, события, акции, лекции и мероприятия. Прямые эфиры в интернете Сокруг ТВ – это доступность, оперативность и актуальность. Онлайн – это самый современный способ достоверной информации. Телефон для справок 753 111. 16-й республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии». 10 апреля в 16 часов в мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоится торжественная церемония награждения победителей. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия» во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15. Актуальные темы свободного СМИ. На телеканале «Россия-24» вся Якутия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили.